Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантья-Тара, и мы делаем с вами расклад карту дня на тему его мысли о вас сегодня и его шаги, что он будет предпринимать в вашу сторону в ближайшие, давайте, 3 дня. Итак, перед вами 3 варианта. Напоминаю, что все новиночки в инфоблоке под видео. И вот совсем скоро, буквально сегодня-завтра, выложу прогнозы на апрель для знаков зодиака. И, как обычно, перед вами 3 варианта. Выбирайте свой, сосредоточьтесь, подумайте о своем партнере и интуитивно, прислушиваясь чисто к своей интуиции, логика здесь абсолютно не нужна, только лишь интуиция, и выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Ну что, в единичке смотрим вас и его мысли о вас в первый день. Вы знаете, мужчина по вам скучает, мужчина по вам тоскует. Также мужчине с вами очень хорошо, легко, свободно. И в то же время ему вас не хватает. Он чувствует себя, вот знаете, я бы сказала, одиноким. Ему приходится именно проявлять какие-то более активные действия, по его мнению, по его разумению, чтобы добиться вашего внимания и вашего расположения. Он понимает, что он к вам очень сильно привязан, что отношения с вами, они уже проросли, и он пророс. И как бы в вас, да, грубо говоря, и в ваши отношения. Но вот это чувство одиночества, оно его все равно захлестывает, оно его как бы съедает, поедает. Ему хочется быть ближе, ему хочется быть как-то, хочется сказать, роднее, но я думаю, что тут просто не хватает ему именно какого-то контакта с вами, и эмоционального, и какого-то морального, и физического. Но вот по его мнению нет какого-то коннекта. И какие действия он будет предпринимать? Здесь он вам, ну, во-первых, конечно же, тут признание в любви, в расположенности. Также тут он будет подчеркивать вас, вашу красоту, ваше изящество, вашу привлекательность, гибкость. В общем, ваши какие-то внешние данные будет прям подчеркивать и вам о них говорить, делать комплименты. И с его стороны тут прям предложение. Это может быть и, к примеру, перевести отношения в более серьезное русло, если, например, вы встречаетесь или недавно только познакомились. Какой-то шаг он сделает, чтобы усерьезнить, усугубить отношения. Если вы уже проживаете вместе, то здесь просто мужчина будет в очередной раз подчеркивать, как я уже говорила, вашу красоту и может предложить вам куда-то вместе сходить, провести вместе приятно, с таким, со знаком большим плюсом, время. Также тут с его стороны могут быть бонусы, подарки, признание. Либо здесь может быть с его стороны приглашение, но такого довольно-таки банального характера, постоянное, что вы с ним делаете на постоянной основе. Но в любом случае в этот день мужчина должен прям подчеркивать свою привязанность к вам, свое желание быть с вами и свою любовь, свою влюбленность в вас, дорогие мои дамы. Далее второй день. Мысли так и остались. Любовь в мыслях у него, в мыслях желание эту любовь и эти чувства к вам сохранить. Он будет их как-то холить, лелеять, как-то о них думать. И знаете, вот такое ощущение, что на душе у него будет легко, будет достаточно тепло. То есть настроение здесь у мужчины довольно-таки приподнятое. И осознание того, что отношения с вами, они для него очень важны, и они чуть ли не судьбоносны. Они ему были предначертаны, то есть вы его судьба, вы его женщина. Вот такие мысли вполне могут быть. И что любовь и отношения с вами для него очень дорогие, ему нужны и важны. И действия. Действия карта сад и карта собака.
Ну, довольно-таки открытые в вашу сторону действия. Тут дружба, тут партнерство, тут признательность, привязанность, желание проводить с вами время, желание вместе куда-то сходить, предложение вместе куда-то сходить в какое-то такое развлекательное место. Это могут быть и торговые центры, и кинотеатры, и театры, и музеи, вот все что угодно, где вы можете развеяться, где вы можете переключиться, где вы можете довольно-таки легко, приятно совместно провести время и досуг. Также в этот день мужчина может требовать от вас внимания вот как-то так повышенно, будет постоянно вас дергать, будет постоянно вас как-то вот это вот, знаете, постоянно какие-то действия производить, чтобы вы на него обращали внимание, чтобы вы были с ним. У меня есть такой знакомый, который, вот не дай бог, его любимая девушка, его любимая женщина отвлечется, переключит свое внимание на кого-то другого. Это кто угодно может быть. Ее сестра, ее мама, ее подруга, ее коллега по работе. Все. Тут у него какая-то такая ревность включается, он начинает ее дергать, начинает спрашивать ее мнение, показывать какие-то картинки, то есть уводить постоянно вектор ее внимания на него. Это какая-то вот непонятная ревность. И вот здесь с вашим мужчиной тоже такое вполне может проиграться, что он будет именно переключать ваше внимание на постоянной основе, даже где-то ревностно на себя. Эту ревность он может не показывать или проявлять ее в какой-то некой игривой форме, но она может так вот незримо присутствовать. То есть он хочет, чтобы вы все свое внимание, все свое свободное время проводили с ним и были рядом с ним. Далее, третий день, его мысли о вас. Ну, здесь немного настроение у мужчины меняется, оно более становится таким вот пасмурным, мрачноватым. Мужчина может уйти в себя, но до конца не будет вам показывать, что его настроение испортилось, что тучки наползли на его мысли, на его какие-то размышления. И, скорее всего, у кого-то проиграется так, что мужчина не будет показывать свое настроение вам открыто, будет скрывать, будет как-то лукавить. А у кого-то может проиграться, что мужчина будет ваше внимание, ваше настроение отзеркаливать, но немного со знаком минус. И в мыслях, знаете, он будет еще какую-то неуверенность, какие-то негативные мысли, что-то такое вот со знаком минус гнать от себя в голове, то есть избавляться от таких плохих мыслей, пытаться от них отделаться, пытаться забыться, пытаться, как, грубо говоря, отмыться. И в действиях карта звезды и карта метла. В действиях здесь, ну, во-первых, это могут быть созвоны, это могут быть переписки, это какой-то коннект-контакт именно в соцсетях, в мессенджерах и так далее. И такие множественные, но мелкие там. Прислать картинку, присылать какой-нибудь анекдот, демотиватор, какой-нибудь ролик юмористического характера и так далее и тому подобное. И еще метла может проиграться у некоторых по-разному. У вас, дорогие мои, не у некоторых по-разному. У кого-то это проиграется как сексуальный интерес, такой желание интима, влечения и так далее. У кого-то это может проиграться как мужчина, вот настроение испортится, начнет, станет пасмурным, и тут какие-то могут быть разногласия, конфликты, недопонимания возникнуть. Опять же, это может быть вполне, например, в переписке, либо в созвоне могут быть какие-то недопонимания, и может что-то он не так услышит, может что-то не так поймет, и вот тут вполне могут возникнуть такие ссоры, такого бытового мелкого характера. Почему? Потому что и мысли какие-то пасмурные, и действия тут какие-то неактивные, неявные, и такие без особого позитивного, что ли, подтекста. Также звезды и метла. Смотрите, если вы, например,
гадаете, либо занимаетесь какими-то эзотерическими практиками, магическими практиками, то тут вполне мужчина может быть выказывать вам недовольство тем, что вы занимаетесь вот этими всеми делами. Либо он будет рассказывать и доказывать вам, что он в это не верит, и это не помогает, и это все неправда. В общем, он такой достаточно неверующий прагматик. Вот такие действия тоже могут быть с его стороны. Вот такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, будьте здоровы и будьте счастливы в каждый момент своей жизни и несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. И, конечно, благополучия, взаимопонимания, гармонии и терпения в сложившейся у нас обстановочке. Кстати, еще напоминаю, что сегодня Сатурн переходит у нас в знак Водолея. Расклад на эту тему уже есть на канале, ссылочка на него в инфоблоке. Обратите, пожалуйста, внимание, это довольно-таки серьезные события у нас на небе, и на них их нужно учитывать и обращать внимание, и где-то даже подстелить соломинку, кому это понадобится. С вами была Астарта Сантья. Всем благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что канал вам полезен, важен и интересен. Прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. И напоминаю, что сегодня 23 марта. И сегодня такая серьезная, важная, тяжеловесная планета, как Сатурн, переходит в другой знак, из знака Козерога в знак Водолея. И это событие, оно накладывает прям серьезный отпечаток на нашу жизнь. Расклад на это самое событие уже есть на моем канале. Ссылочка на него дана в инфоблоге, пожалуйста, обратите внимание, кому это интересно. Итак, приступаем. Первый день. Мысли о вас. Вы знаете, мужчина тут боится вас потерять. Мужчина как-то думает о том, что он вас теряет, что вы уходите, что вы от него отдаляетесь, что вы уже выстраиваете между им и собой некие барьеры, некую такую стену уже она выстраивается, и она уже вас разделяет. И то есть между вами как некая такая пропасть, но мужчина хочет все равно отношения с вами сохранить. Он ими дорожит, они ему нужны, они ему важны. И здесь есть место любви и желанию оберегать, желанию опекать. И мысль о том, что отношения эти как вот что-то такое очень хрупкое, очень нежное, очень такое для него важное, как я уже и сказала. То есть мужчина прям по вам тоскует и не хочет в своей голове, да, в своем разумении терять вас. Действия. В действия вот тут странно. Особо никаких активных действий в первый день от него не ждите. Почему? Тут действия у него будут сквозь призму некой дамы. Я не говорю, что это любовница, что это третье лицо в отношениях. Нет, судя по дальнейшим картам, скорее всего, это какой-то близкий друг. Либо мама, либо сестра, либо близкая подруга, которая ему будет советовать, помогать, как-то его наставлять, чтобы ваши отношения сохранить, судя по тому, что я вижу дальше. И, скорее всего, действий тут нет, тут есть его желание скрыть, что он с кем-то делится своими переживаниями, что он может спрашивать у кого-то совета, может, как говорится, вынести ссор из избы и поделиться с некой женщиной, с некой дамой, вот она, вашими разногласиями и ссорами. И, скорее всего, этот мужчина в первый день, он как-то закроется, он отгородится, не будет вам показывать истинное настроение, истинную суть вообще происходящего, свои переживания какие-то, свою боль, ничего показывать не будет. Тут некое такое, не то чтобы лукавство, просто он как-то закроется, отгородится и сам выстроит какие-то стены. Будет находиться сам в себе внутри. И, как я уже и сказала, единственное, он может делиться и советоваться с некой дамой.
Но давайте не упускать тот момент, что все-таки это гадание онлайн, и у всех ситуации разные. И если предположить, что все-таки это третье лицо в отношениях, то просто в этот день мужчина будет эту женщину скрывать. Будет скрывать с ним отношения с ним, может как-то, знаете, там прятаться, например, уйти в какую-то другую комнату, там с ней попереписываться, уйти там, или созваниваться, или там что-то делать, именно какие-то действия предпринимать, чтобы скрыть именно общение, отношения с третьей, с дамой, с третьим лицом в ваших отношениях. Но да, это онлайн-гадание. Еще раз обращаю ваше внимание. Дальше. Второй день. Его мысли о вас. А вот здесь мужчина будет как-то заниматься самокопанием, самоедством. Он будет видеть, что он делает вам больно и будет сам себя за это наказывать, сам себе искать оправдание, чувствовать себя одиноким и вас видеть достаточно одиноким и будет понимать, что он вас теряет, что вы уходите, что вот этот барьер, который между вами есть, он становится все больше, он становится все шире, выше и непреодолимее. И это осознание как бы приносит ему боль, и, конечно же, он себя за это ругает, он себя за это корит. То есть, такой совестливый мужчина. Что бы ни происходило, совесть у мужчины есть. И осознание того, что и он вас обидел, что он во многих вещах, он тоже виноват. И действия. Карта Солнца, карта Лилии. А вот в действиях тут уже появляется некая активность. Мужчина будет по-другому себя вести. Мужчина сменит тактику и будет проявлять себя как заботливый, как благородный, как такой очень к вам расположенный. Мужчина будет подчеркивать вашу красоту, вашу притягательность, будет говорить вам комплименты, будет одаривать, может быть, даже букетами, подарками. Опять же, да, неустанно именно подчеркивать вашу красоту. Мужчина будет весел, мужчина будет ярок, мужчина будет таким вот достаточно активным, динамичным. И, скорее всего, еще и будет предлагать вам куда-то сходить, посетить какое-то новое место. Может быть, даже не с ним, а, например, с подругами. Какой-то тут могут быть какие-то переговоры, разговоры, просто обсуждения, достаточно тоже приятные, благородные. Темы разговора тоже могут быть такие красивые, это может быть и искусство, это может быть история, это может быть какая-то мода. Прервалось видео. Мода, красота. В общем, мужчина тут прям будет всяческим как-то изощряться, чтобы вас как-то умаслить, что ли. Но не могу как-то по-другому сказать, потому что в мыслях одно, в действиях, конечно, кардинально другое. Далее, третий день. Но опять же, да, подчеркиваю, что по Солнцу это самая позитивная карта, еще и плюс лилии. Тут, скорее всего, подарки могут быть и достаточно такие дорогие. И поведение мужчины, тактику он сменит на 180 градусов. Далее, третий день, мысли о вас. Вас он видит такой прекрасной, воздушной, творческой личностью, дамой уверенной, самоуверенной, дамой, которой, в принципе, отношения тяжелые не нужны, которая устраивает свое положение, которая прекрасно, чудесно и здорово может заниматься своими делами, творчеством, может переключиться на что-то более хорошее. Дама, которая уже из какого-то некого кризиса и даже из отношений, судя по всему, можете вы выходить. И вот эта трансформация, этот выход из какой-то кризисной ситуации, да, и вот тут у него в мыслях, что он вас теряет, и вот тут у него в мыслях, что он вас теряет. И вот здесь, в конце концов, он увидит, что у вас произошли перемены, у вас произошли изменения, и эти изменения его привлекают. Он увидит и разглядит, что вы стали легкой, что вы стали воздушной, что вы стали раскрепощенной, что вам интересно жить, что вы нашли какие-то новые увлечения, что вы такие, знаете, вот стали привлекательные, как некий такой цветок, и красивый, и ароматный,
И вокруг вас энергетика, энергия, флюиды ваши, они привлекательны, они занимательны, они интересны и они влекущие. Они такие яркие и позитивные. И хочу сказать, да, что опять же подчеркнуть, что у него в мыслях, что вы выходите из кризиса, выходите из той шкарлупы, из того пузыря, в котором вы сидели, и вот эта трансформация вашей личности, которая произошла, она интересна. И его действия, карта дерева и карта рыбы. Ну, здесь активных действий никаких, конечно же, нет. Единственное, что может быть, он может подчеркивать, что отношения с вами для него важны, и они уже давнишние, и никуда вы, грубо говоря, от него не денетесь, и как бы что-то, какие-то такие невнятные, непонятные, туманные действия могут от него происходить, очень такие медленные на развитие отношений. И, скорее всего, единственное, что может быть динамично, это некие подарки материального характера. Либо просто он даст вам денег, либо какие-то материальные блага в этот день можно от него ожидать. Может быть, это какая-то покупка большая в дом. Может быть, просто даст вам денежки, скажет, купи себе там как-то, порадуй себя. Вот, единственное, вот так. И опять же подчеркнет, что отношения с вами ему важны. И он как-то, знаете, может в них как-то углубиться. Но не на физике, я имею в виду, не действиями, а именно все-таки рыба — это эмоциональная карта, а эмоциями. То есть он как-то поймет и осознает, что все равно ему с вами хорошо, ему с вами интересно, и он хочет быть с вами, то есть углубиться. Эмоционально он в эти отношения. И опять же, рядом карта дерева, которая также подчеркивает, что отношения могут укорениться и расти, развиваться и дать в будущем какие-то свои прекрасные чудесные плоды. И какие-то действия, опять же, да, они активные, может проявлять именно на развитие, на какое-то движение ваших отношений. Вот такой у нас получился вариант номер 2, дорогие мои. Я желаю вам всего самого наилучшего. Конечно же, самое главное это в сегодняшней ситуации в мире — это здоровье, терпение и, конечно, любовь. Будьте любимы, будьте желанны, берегите, любите, балуйте, заботьтесь о себе. И я с вами прощаюсь. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал вам интересен, занимателен. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи. Перехожу к троечкам. Итак, троечки. Смотрим вас. И напоминаю, что сегодня 23 марта. Сегодня важная, тяжеловесная планета кармы Сатурн меняет знак зодиака. Она переходит из Козерога в Водолей. И расклад на это событие на небе есть на моем канале, уже давно выложен. Обратите, пожалуйста, внимание, ссылочка есть в инфоблоге, кому интересно. Потому что эта планета оказывает прям большое воздействие на нас. Она наш некий учитель. И от того, как мы проходим его уроки, зависит наше будущее и вообще то, как складывается жизнь в принципе. Итак, переходим к трактовочке. Первый день. Мысли о вас. Вы знаете, он видит вас довольно-таки легкую личность, инфантильную, с одной стороны. А с другой стороны, вы личность достаточно сильная, волевая, которая умеет, может вести за собой. И у него есть ощущение, что он, знаете, вот уже на крючке, на поводке. Вы вот этой своей легкостью, вот этой своей инфантильностью, вот этим своим чем-то воздушным, да, как бы его зацепили, его приманили, и теперь можете видеть из него веревки, можете требовать от него исполнения ваших каких-то желаний и капризов. Можете быть достаточно личностью такой высокомерной, капризной, с одной стороны. А с другой стороны, в любом случае, он видит вас так же, как я уже и говорила, да, легкой, такой воздушной, инфантильной. И он может в этом случае выступать для вас как неким учителем, как неким таким судьей, который может вам сказать там:
Это ты делаешь правильно, это ты делаешь неправильно, либо делай, как я говорю, если будешь делать, как я сказал, все в твоей жизни будет прекрасно. Вот такие вот мысли у него могут быть, то есть он хочет некого управления вами, чтобы вы жили, вы думали, вы действовали так, как правильно по его разумению. То есть он может вам здесь указывать, как и что вам делать. Вот такие мысли у него в голове. То есть он хочет вами управлять во всех смыслах этого слова. Действия карта рыбы и карта лилии. Ну вот здесь, конечно же, какие-то подарки. Достаточно дорогие подарки от него могут быть в этот день. Тут мужчина будет подчеркивать то, что ему отношения с вами важны и нужны. Эмоционально он привязан. Также здесь будет подчеркивать вашу красоту, ваше изящество, будет говорить вам комплименты, будет выказывать вам свое влечение, желание, интим, да. Будет также, это могут быть подарки с его стороны, какие-то и не сильно дорогие, не очень дорогие, какие-то могут быть, ну, просто банально, как по рисунке, какие-то букеты, да, либо он куда-то вас пригласит, такое достаточно красивое, интересное, может быть даже пафосное, благородное место, и выказывать будет вам свое отношение именно достаточно с такой уважительной, благородной точки зрения. И подарки тоже могут быть именно вот через призму его расположения, его благородства, его какого-то такого именно мужского, красивого представления о том, как мужчина должен вести себя с дамой, с женщиной. Ну, достаточно такой позитивный день именно в плане его действий и поступков. И тут, конечно, покровительство материального толка с его стороны тоже ярко в этот день могут проявляться. Далее, второй день, его мысли о вас. Но, знаете, с одной стороны, он видит вас такой, да, достаточно одинокой. Да, есть осознание, что у вас отношения, да, и мужчина рядом с вами есть, но он почему-то будет думать, будет понимать, что нет у вас этого чувства, нет этого состояния, нет вот этой вот опоры. Он не будет чувствовать, что вы ему доверяете на 100%, чтобы, знаете, спрятаться за его жилеткой, опереться на его плечо и так далее и тому подобное. И вот это все и ему приносит дискомфорт, и вы сами себе тоже приносите дискомфорт и эмоции, переживания со знаком минус. А вот то ваше недоверие, те ваши страхи, которые не дают вам поверить ему на 100% и даже больше, они приносят вам дискомфорт. Они заставляют вас думать, они заставляют вас страдать, какие-то переживать. И то, что вы умалчиваете, то, что вы ему не говорите, не делитесь с ним своими какими-то проблемами, может быть, переживаниями, это тоже откладывает такой достаточно негативный отпечаток на ваших отношениях. Но он понимает, что вы не доверяете, и вы сами по себе понимаете, что есть страхи и боязнь ему довериться. И его действия: карта букет и карта якорь. Но опять же, букет, да, это бонусы, подарки, комплименты, общение легкое, такое воздушное. Это могут быть какие-то свидания, походы в театры, в кино, такие развлекательного характера. И опять же, тут он будет ярко и демонстративно вам транслировать, декларировать, что отношения ему с вами нужны, что отношения ему с вами важны, что он вот, знаете, вот, ударит кулаком по столу, скажет: все, ты моя. То есть каким-либо образом заякорится, то есть даст вам знать и даст вам понять, что он мужчина и отношения ему эти нужны. Может быть словом, может быть действием, может быть какими-то подарками, опять же, да, у нас букет. Но, скорее всего, это будет словесно и демонстративно, в том плане он может прийти там, не знаю, познакомить вас со своими друзьями, коллегами и представить вас как свою любимую женщину, как свою девушку, даму сердца и так далее и тому подобное. Ну, то есть у каждого проиграется по-своему, по-разному. Далее, третий день.
Третий день мысли о вас. Видит вас даму одинокую, видит вас такую девушку, даму, которую нужно защищать, которой нужно помогать, которую нужно опекать, но и в то же время понимает, что есть между вами стена, что вы, да, вы смотрите друг на друга, но вы друг друга немного не понимаете. На этот мир вы можете с ним смотреть под разным углом, под разным ракурсом, чуть-чуть по-разному видеть вообще, как сказать, миростроение, что ли. Но желание как бы друг друга понять, узнать и вот то, что произошла вот эта сонастройка, да, притирка, оно и у вас, и у него есть. Потому что вот эта взаимотяга, она присутствует в ваших отношениях. То есть и вы, дама, тянетесь к мужчине, и он к вам. Но опять же, вот эти барьеры, которые вас разделяют, и вот тут они видны, и вот здесь в этой карте они видны, да, они не дают соединиться вам вот как, не знаю, как две детали. Дальше его действия. Вот тут в действиях могут быть какие-то у него перемены. Во-первых, у некоторых может проиграться, что мужчина просто-напросто уедет. Какие-то могут быть, не знаю, командировки, поездки и так далее. И второе, здесь могут быть какие-то перемены у него именно в действиях. Какой-то, может быть, он тактику сменит. Может быть, кардинально что-то другое начнет делать, как-то вам демонстрировать своем к вам отношение. И у нас выпала карта любовник. Это не его карта бланка. То есть он может, если вот здесь действия были достаточно такие благородные, да, то вот здесь уже могут пойти действия именно такого характера, более активного и янского, в том плане, что мужчина может проявлять влечение именно интимного сексуального характера, может подчеркивать свое желание, влечение, может вам активно, динамично, ярко показывать, что он вас желает, что вы его привлекаете, что вы его завлекаете, маните и так далее. Но все-таки это бланка другого мужчины. То есть, может быть, он будет с кем-то советоваться, может быть, он доп. Карта башни. Может быть, он будет, не знаю, вести себя сквозь призму именно, знаете, какого-нибудь Лавеласа, такого Казановы. Но в любом случае здесь перемены в тактике, они присутствуют. И смотрите, в действиях что может быть? Вполне может быть просто-напросто знакомство с неким другим мужчиной, но этот мужчина будет связан именно дружбой с вашим партнером, или это может быть что-то по работе, вот, или это может быть, знаете, еще как некий учитель, который его будет наставлять и его будет как-то, не знаю, что-то ему советовать, какие-то справки давать, как именно себя вести и как поменять тактику так, чтобы вы наконец открылись, чтобы отношения именно заякорились, упрочнились и усугубились. Вот мне это слово нравится. Вот такой у нас выпал вариант для троечек. Я вам, дорогие мои, желаю, конечно же, в данной сложившейся обстановке в мире, да, самое главное — здоровье и терпение. И, конечно, любви. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Надеюсь, что мой канал вам важен, интересен и полезен. Не поддавайтесь панике всеобщей. Все у нас пройдет. И всех благодарю еще раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи.